Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на уроке Родиноведения. Тема урока – реки и озера нашего края. Сегодня на уроке вспомните, что такое водоемы. Познакомитесь с понятием части реки и их характеристикой. Узнаете о реках и озерах Кыргызстана и их значении в природе и жизни человека. С давних пор, из века в век, узнать стремился человек, как труден путь, что там вдали, и снаряжал он корабли, и опускался до глубин, и поднимался до вершин, материки он открывал, как мир прекрасен узнавал. За знание жизнь отдать он мог, а с вами мы начнем урок. Девиз нашего урока: вода – это жизнь, красота и здоровье. Сегодня мы с вами отправляемся в путь по водоемам нашей республики. Раз мы сегодня говорим о водоемах, то кто вспомнит определение? Что же такое водоем? Верно. Водоем – это углубление на поверхности земли, заполненное водой. Вспомните, на какие две группы делятся водоемы. Те водоемы, которые создала природа, называются естественные. К ним относятся океаны, моря, реки, озера. А те, которые созданы человеком, искусственные. Это пруды, водохранилища. Наша страна щедро одарена водой. Край живительной воды, так называют Кыргызстан, за обилие минеральных источников. Вершины гор покрыты ледниками, которые дают начало многочисленным бурным рекам. Самый большой ледник – Инельчек, находится на востоке нашей страны. Главная река Кыргызстана – Нарын. Нарын начинается у ледников. Это могучая, сильная река. На Нарыне построены электростанции: Курпсайская, Ташкумырская, Камбаратинская, Шамалдысайская, Уч-Курганская. Самая крупная из них – Токтагульская ГЭС. Электроэнергия – богатство нашей республики. Народный поэт Кыргызстана Маликов в своем стихотворении «Юг» писал: «А вдали, покрытая льдами, за горою стоит гора, словно яростный конь стремится по ущелью Акбаура. Обгоняя ее по скалам, скачет Кара-Суу, река-сестра, и бурлит Нарын по долине, и не счесть на земле добра». Реки Кыргызстана распространяются во всех направлениях и заканчиваются за его пределами слепыми концами или впадают в крупные бессточные озера. Все реки делятся по бассейнам Аральского моря, озер Иссык-Куль и Четыркөл, реки Тарим, которая уходит в КНР и заканчивается также в Бесточном озере. Реки Чу и Талас теряются в пустыне Маюн-Кум. Каждая река имеет исток. Исток – это начало реки. Истоком могут быть озера, родники, болота, ледники. Большинство рек Кыргызстана берут начало в ледниках. Углубление, по которому течет река, это русло. У реки есть правый и левый берега. Если смотреть по течению реки, то справа будет правый берег, а слева – левый. Случается, что две реки соединяются в одну. В таких случаях говорят, что одна река впадает в другую. Та река, которая впадает, называется притоком, а та, в которую она впадает, главной. Скажите, как бы вы определили,
какая река главная, а какая приток? Приток обычно короче главной реки и часто бывает узким. Место, где река впадает в озеро, в море или другую реку, называют устьем. Устье – конец реки. Значение рек в жизни человека огромно. С незапамятных времен они дают воду. Издавна служили путями сообщения. На реках были построены города. Реки служили границей государства. Очень важную роль в жизни людей играют реки и сейчас. Речная вода необходима селам, городам, фабрикам и заводам. Реки – великое наше богатство. Трудно вообразить, что было бы на Земле без рек. Наверное, наша планета представляла собой пустыню или каменистую местность. К счастью, природа наградила Землю реками, и человек издавна селился на ее берегах, потому что где вода, там и жизнь. А наш путь лежит дальше. Мы приближаемся к следующему водоему. Отгадайте загадку. Начинается на О, оно в горах встречается, нигде не повторяется и кончается на О. Значит, это озеро. Озеро – большое природное углубление, замкнутый водоем, заполненный водой. Озера – это источник пищевых продуктов, сырья, например, соли, чудесные места отдыха. Также различают сточные и бессточные озера. Сточное озеро – это озеро, в которое реки впадают и вытекают из него. Вода в таких озерах пресная. В бессточное озеро реки впадают, но не вытекают из него. В таких озерах вода имеет соленый вкус. Какие озера нашей страны вы знаете? Самое крупное озеро в Кыргызстане – бессточное. Входит в 30 крупнейших по площади озер мира и на 7-м месте в списке самых глубоких озер. В него впадают 80 рек, но ни одна река из него не вытекает, и оно накапливает все ценные минеральные вещества, приносимые реками и дождями. Расположено в северо-восточной части республики, между хребтами Северного Тянь-Шаня, Күнгей-Алатоу и Терскей-Алатоу. На незамерзающем озере зимуют или отдыхают во время перелетов сотни тысяч птиц. Вслед за Иссык-Кулем по величине идет озеро Санкуль, являющееся самым крупным природным пресноводным водоемом республики. Санкуль происходит от кыргызских слов сона – дикая утка, кölь – озеро, то есть озеро, в котором обитают дикие утки. Интересный факт. Древняя легенда гласит, что водоем образовался из горных снегов, растопленных слезами плененных наложниц жестокого хана. Водной жемчужиной Кыргызстана можно назвать Токтагульское водохранилище. Оно располагается на реке Нарын и является не только самым крупным в стране, но и во всей Центральной Азии. Размеры 65 на 12 километров. Смотря на огромное водное пространство, с трудом верится, что это творение рук человеческих. Ортотокойское водохранилище – это первое водохранилище, построенное в Кыргызстане еще в 1956 году. Оно расположено на реке Чу, за селом Кочкор. Его длина составляет
около 18 километров. Основная задача водохранилища – орошение сельскохозяйственных угодий Чуйской области и юга Казахстана. Водная гладь поражает своим необъятным простором и безмятежностью. При этом в разных местах вода меняет свой цвет. Где-то нежно-голубой, где-то изумрудный, а где-то практически черный. Восхитительный вид водохранилищу придает и оправа из серо-коричневых гор, окружающих его. Следующий водоем, с которым мы познакомимся, это болото. Болото – природные хранилища воды. К тому же болота, как огромные фильтры, очищают воду. Проходя через густые заросли болотных растений и толстый слой торфа, вода в болотах освобождается от пыли, вредных веществ, болезнетворных бактерий. Болото – это место жизни многих растений и животных. В Кыргызстане болот мало, у нас их называют сазы. Вот мы с вами и познакомились с небольшой частью удивительных рек и озер и водохранилищ Кыргызстана, национальными богатствами нашей республики, требующими особого бережного отношения. Значение водоемов в природе и жизни человека очень велико. На берегах рек и озер люди отдыхают, купаются, загорают. Воду водохранилищ и каналов используют для орошения полей. В прудах разводят рыбу. Водоемы должны быть чистыми. В них не должны попадать удобрения и ядохимикаты с полей, бензин и смазочные масла, сточные воды предприятий и различный мусор. Многие люди неразумно относятся к водоемам. Для них нужно поставить знаки, призывающие их беречь природу. Такие знаки носят название экологические. Почему их так называют? Подумайте. Запомните, обыкновенная чистая вода – природное богатство. Без воды нет и не может быть жизни. Никогда не ныряйте в незнакомом месте. На дне могут оказаться опасные острые предметы. Не пейте воду из реки, озера, пруда. В ней могут быть вредные вещества и болезнетворные микробы. Наш урок подошел к концу. Где нам могут пригодиться новые знания? Из каких частей состоит река? Какие озера и реки Кыргызстана вы знаете? Расскажите о них своим друзьям. Помните о бережном отношении к воде. Разработайте свои экологические знаки для охраны природы. А я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.